Он яблоки любил. Их сочный вкус прекрасный. Любил как женщин, честно говорю. Чтобы этот стих понятным был и ясным, я две любви в одну соединю. Смотрите, это яблоко. Оно прекрасно. Кто же не согласится? Как не сорвать, когда оно съедобно? Как можно хоть кусок не откусить? Он с женщиной в сочности подобной решился жизнь счастливую прожить. Запретный плод, как говорится, сладок. Она была запретной до поры, но, став его женой, лишилась всех загадок, как это яблоко лишилось кожуры. Но голод вынудил его искать то яблоко, которое сочнее. И сил своих на это не жалея, сорта другие стал он проверять. Он красное нашел и увлеченно разглядывал, решаясь, как же быть. Не как мужчина в женщину влюбленный, а как желавший голод утолить. Был сделан первый все-таки укус. Стеснение улеглось, не растерялся. Он понял, несомненно, этот вкус по сочности намного отличался от яблока, которое он ел до этого. Вы помните о нем. Любовь к жене, естественно, остыла. Теперь в любовь совсем не верил он. Отныне, не желая голодать, сорта сочнее стал он проверять. Но почему-то проверял лишь те, что не росли на самой высоте. Естественно, их рвать-то он боялся, упавшие немедля подбирал. Теперь укусом он не наслаждался. Теперь все без остатка он съедал. С женою совершенно не считался. Жену протухшим яблоком считал. Испробовал он большинство сортов, от самых малых яблок до больших, и разведенных знал. И знал он вдов, и получал взаимность он от них. Со временем вкус яблок горьким стал. Он заболел. И, вспомнив все былое, взглянув в глаза своей жене, сказал: «Какое же я яблоко гнилое!»